О, все, мы О, на связи. добрый вечер. Добрый вечер, у меня доброе утро. А, Слушайте, и у нас вечер, ага. Вы меня а, видите, да? да, очень хорошо вас видно. Хорошо, я вас Так, тоже вижу. ребята, друзья, уважаемые наши зрители, с нами на связи в прямом эфире Сардана Хабарова. Сардана проживает в Швеции, и, конечно, пост о ней вызвал огромный шквал интереса. А, ну, всем невероятно интересно. Лично мне очень интересно узнать про вашу жизнь, про работу, про детей, про воспитание и в целом про Швецию. Да, вот я Окей. хотела бы попросить вас рассказать о себе, почему для переезда вы выбрали именно Швецию, каким ваш был путь в карьере, потому что я знаю, что вы работали неонатологом в педиатрическом центре, перинатальном центре. Это, ну, уже довольно-таки существенная карьера была у вас в Якутске, вы переехали в Швецию. Меня также интересует, на каком языке или языках говорите вы дома в Швеции, как воспитываете ваших чудесных детей. Ну, очень все интересно, и мы внимательно вас слушаем. С чего начать даже, да? Ну, в общем, получилось так, что никаких таких грандиозных планов, чтобы уехать из Якутии, из России, из моего любимого Якутска, не было у меня никогда в жизни. Мгм. Получилось так, что я второй раз вышла замуж за Юрия Хабарова, и тогда, когда мы поженились, его сестра, которая жила в Подмосковье, она вышла замуж и думала, что она уедет, ну, как, и мы получили известие, что она уезжает жить в Швецию. Мы ничего не знали о Швеции, как все остальные, наверное, россияне, мы знали, что у них хоккей хороший, да, Мгм. хоккейная команда, что, в принципе, больше мы ничего не знали о Швеции. Потом получилось так, что у нас просто жизнь закрутилась, я родила второго ребенка, и муж уехал в Москву и был у своей сестры. Тогда сестра сказала, что окончательно решила переехать. Вот, получилось так, что я работала. Потом через год, ну, мы так-то немножко вот мечты появились, а может, мы тоже туда, но ничего не знали, как это все делается. А потом, через 2 года, я с одной компанией поехала в Дубай и заодно заехала в Швецию. Ну, как бы Мгм. так сказать, да. Заехала в Швецию, и после Дубая мне показалось, что а, Швеция это как Якутия, в принципе. Мы ездили на природу, мы посмотрели, По климату. и как-то вот, да, климат такой, леса такие же, да, Алас, леса, реки. Ну, Ага. город наш, где жила тогда его сестра, не было моря. И мне показалось очень комфортно здесь, и домой приехала, и все подумали, говорили, мечты подтвердились, и мы цель уже поставили, что мы сюда переедем. Это я была в 2008 году в мае здесь, и в сентябре 2008 года мы все были здесь в гостях у его сестры с 2 детьми, и мы все сюда приехали на 2 месяца. Вот Мгм. тогда мы решили, что нам надо переехать. Потом Мгм. уже в 2009 году мы уже были здесь. Всей семьей переехали. Ну, у вас очень вообще суперское целеполагание, я так поняла. Поставили цель Очень и сложно из России воплотили. или да, из других стран невозможно сюда переехать практически. Те, которые Мгм. раньше студенты из России учились бесплатно, они могли бы приехать по студенческой визе. А у нас получилось так, что Юра, мой бывший муж, работу получил, это родственники тоже сделали так, чтобы он получил здесь работу. И Мгм. поэтому мы по рабочей визе приехали. Мгм. Вот. А расскажите, Дочь, пожалуйста, да, да? расскажите, пожалуйста, вот вы как врач в Якутске, да, это престижная профессия по всему миру, но сложно с российским дипломом продолжить путь врача в других Ага. странах, особенно в Европе, в США. Как вы не ушли в сторону и работаете сейчас, занимаете хорошую позицию врача в Швеции?
Вот В как вы этого принципе, добились? ну, наверное, потому что я больше ничего не умею в жизни. Я, я могу Нет, только всем врачом. бы так не уметь. Но получилось так, что мы уже заранее знали, как это все делается. Мы, когда вот год сюда собирались, мы практически знали, что я буду работать врачом, что нужно для этого делать. Но немножко было розово, что очень легко я начну работать здесь врачом, но это было не так, конечно. Я подтвердила диплом, я все начала сначала, поэтому мне было нелегко. Сначала, конечно, язык чисто, все говорят только на шведском, у меня английского не было. В школе, в университете я учила французский, который здесь совсем не понадобился. Тем, которые... Вот дочка у меня по-английски очень хорошо говорила, она закончила школу Алексеевой. И вот из нас и всех в семье говорила по-английски только моя дочь Марина. Она закончила школу. Вот. Так что получилось так, что дочка помогала нам во всем, в оформлении документов, куда-то какие-то в контору что-то делать. Эта дочка шла впереди и помогала нам. Вот. Муж тоже не имел никакого языка, конечно, английского никакого. Вот. Но Маришка, моя доченька, конечно, нам всем очень хорошо помогала, до сих пор помогает. Сын был маленький, 3,5 годика, он пошел в садик и начал говорить только на шведском. Вот. Он говорит только по-якутски, по-русски он не говорил, поэтому Здорово. он переключился, начал говорить только на шведском. А сейчас, извините, что перебью, а сейчас Да-да. ваш сын говорит на якутском и на шведском, или же уже шведский, так сказать, первый язык? Да, его родной язык это, конечно, шведский. Но он говорит без акцента по-якутски. Здорово. Потому что дома мы всегда говорим по-якутски, но мы иногда... У нас немножко так получилось, что мы микс. Ага. Смешиваете языки? Смешиваем все языки. Шведские языки мы потом говорим по-якутски. Якутские слова мы делаем шведскими. Это легко. Поэтому мы дома говорим на микс языке. И с дочкой мы говорим по-русски и по-якутски в основном. А с сыном я говорю по-шведски. Да. Но тем не менее он язык сохранил. И Марина, ваша дочка, тоже. Ой, Марина у меня чисто по-якутски говорит, конечно. Чисто по-русски, чисто по-английски, чисто по-шведски. Сын у меня по-английски говорит хорошо. По-якутски он говорит, когда мы дома в Якутске. С дедушкой, с бабушкой он все понимает. И даже говорит якутские слова совершенно без акцента. По-русски он немножко понимает, меньше, чем по-якутски, но говорит с большим акцентом, можно так сказать. Вот. Ну, я думаю, что мы и дальше с Сарданой будем продолжать вести эфиры, особенно по воспитанию билингвов и даже, ну, у Сарданы, получается, Марина вообще на 4 языках говорит, это просто что-то невероятно. Расскажите сейчас в целом, как адаптация ваша проходила в Швеции? Нам было легко, у детей. Да, нам было легко, потому что мы все были полной семьей, скажем так, у нас были вот родственники, ну, они много нам не помогали, скажем так, а в принципе, потом у меня тут, мы познакомились с якутами, которые здесь в нашем городе, их много тоже, семья друг друга забрали из Сунтарского района, мы с ними общаемся, конечно, сейчас. И мои 2 однокурсницы здесь живут, одна в Стокгольме, другая в Гетеборге, поэтому мы все общаемся и говорим все по-якутски вообще без проблем. И адаптация поэтому как-то вот легко далась. Я не могу сказать, что мне было очень сложно, я хотела все бросить, уехать домой. Такого у меня никогда не было. То есть вам полностью нравится и климат, и менталитет шведский? Да, очень нравится.
А у меня такой вопрос. Вот в Швеции и в городе, в котором вы сейчас живете, насколько, насколько разнообразна этнически Швеция? Для меня Швеция, я была только в Стокгольме, для меня Швеция это высокие, такие очень светлокожие блондины, блондинки. Можно сказать так, что народ нордический, северный, поэтому, наверное, нам здесь и легче. Вот. Мы одинакового характера, может быть, и как-то вот менталитет у нас тоже немножко похожий, и Сахалари, и скандинавы, да, мы народ не сильно много эмоциональный, скажем так, можем затаиться, можем как-то вот промолчать лишний раз, много не как-то эмоций не показывать. Вот этом мы как бы похожи, поэтому мне не надо было как бы стесняться, мне не надо было скрывать какие-то мои стороны, поэтому мне было легко, я есть какая я есть, и дети мои точно так же адаптировались очень легко и хорошо, скажем так, таких прямо больших сложностей у нас не случилось здесь. А воспитание детей, конечно, у меня разница у детей 15 лет, поэтому дочку я воспитывала до сих пор, наверное, воспитываю по-советски, по-коммунистически. Вот. А сыну 15 лет сейчас, я немножко расслабилась, конечно, и не так. Мы с ней вдвоем воспитываем сына, скажем так. Она у меня учительница, университет закончила, поэтому мне, допустим, она... Вот есть такое понятие компетентные дети. Вот. Моя дочка к ним. Моя дочка очень высококомпетентный ребенок, и она меня, то есть она у меня двигатель моей жизни, вот, моторчик мой. Да, какие вот, приятные, хорошие слова. Это очень как бальзам на душу слушать от мамы такие слова о своей дочери. Расскажите немножко о Марине. Как в целом нравится ли Швеция? Она не думала ли она, допустим, переехать в другую европейскую страну, потому что это уже легче, да, со Швеции переехать в другую страну, тем более у нее уже образование шведское. И немножко о ее работе учителем, потому что я думаю, что быть учителем в Швеции это тоже что-то такое уникальное. Все скандинавское для меня это как, знаете, как сказка, что-то такое, чудеса, простота и гармония ассоциируются именно со странами Скандинавии. Ну, я не могу за нее ответить, да, потому что она взрослый человек, своя взрослая жизнь уже, поэтому вы можете у нее самой спросить когда-нибудь, как она по этому думает, какие у нее мысли, какие переживания, как она думает. Но она у меня учительница начальных классов. Вот. Поэтому я думаю, что она очень любит специальность свою. Она каждый день мы созваниваемся, мы вместе уже не живем, у нее отдельная жизнь. И она звонит, и мы обсуждаем, что на работе произошло. И каждый раз она вот как-то рассказывает, такая довольная всегда. Мама, какая у меня хорошая школа, какие у меня хорошие ученики. Она мне с удовольствием всегда мама рассказывает мне, как у нее там дела. Вот, и мне очень... Вы живете в одном городе? Или она уже в другом городе? Нет, она в этом же городе живет. Мы живем в городе Линчопинг. Это немножко южнее Стокгольма, на 200 километров. Город называется Лин, это лен. Шопинг, это шопинг. Да, в 14 где-то, в 12 веках здесь выращивали лен. И все из стран, со всех стран Норвегии, из Швеции, ну там одна страна была Норвегия и Швеция тогда, они сюда скопились, чтобы покупать лен и льняные изделия. Вот. Поэтому вот такая история. Шопинг. Да, это очень старый город, исторически важный город. Вот. Васа король родился в
районе, можем сказать, немножко недалеко от нашего города. Это первый король Швеции в 1632 году. Он стал королем Швеции. Первым королем. Вот, а до этого была такая католическая страна, можно сказать. Мгм. Не было короля. Вот что, когда вы когда вы только приехали в Швецию, что было самым удивительным для вас? Ну, удивительного много было, потому что мы вообще ничего не знали про Швецию, фактис. И когда вот в общении людей, люди очень сдержанные, на личную дистанцию они никогда не переходят. И вот люди не говорят о зарплате, люди не говорят о религии, и люди не говорят о политике. То есть, в принципе, вот эти вещи, которые табуированы, они во многих, наверное, социумах те же самые. Но в то время, когда мы в начале 2009 году сюда переехали, то из России это было немножко как-то вот так вот. Мы любили говорить, обсуждать всегда чьи-то кошельки, мы любили обсуждать религии, мы любили обсуждать и политики все время. Вот. Да, политика. У нас очень такая политизированная страна в России. А здесь, когда даже с коллегами вот идешь, такой чай пьешь, кофе пьешь, не говоришь об этом. Нет. Мне это удобно, потому что у меня люди очень многие спрашивают, как там Путин, как там коммунистическая вот эта вот Россия. Я ставлю грань быстро. Я не люблю об этом говорить. Удивляются ли люди, когда вы говорите, что вы из России? Внешне, да, потому что мы не похожи на русских, а здесь тоже немногие знают о России. Но те, которые из России, конечно, это русские славяне, да, вот славянская национальность. И когда я говорю, что я из России, конечно, все ассоциируют, что мы из Китая, из Таиланда, из Индонезии, но мы из России. И когда я говорю, я из Сибири, про Якутию, такое слово Якутия многие не знают, но когда я говорю из Сибири, то все знают, что такое Сибирь, потому что в школьных учебниках много говорят о Сибири, шведских учебниках. Они все знают Аймекон. Слово Аймекон, потому что там они в школе экзамен сдают, самая холодная точка в мире Аймекон. Все знают. Да. Ну, это, наверное, первый случай, когда в целом, да, в общем население как-то информировано, потому что если в США вы скажете Аймекон, тут поймут, наверное, те, кто играл в игру «Риск», потому что, говорят, там была огромная территория зеленая, и называлась она Якутия, а Аймекон, наверное, только по фильмам, и люди, которые более образованы, они, может быть, знают там по карте. Да, народ здесь много читает. Да, здесь очень много читают, даже если в мире интернета вот это вот все много читает, и потом есть много настольных игр здесь. Очень популярные настольные игры, всякого рода настольные игры, когда люди с семьями, все с детьми, со взрослыми, с бабушками, дедушками, все сидят. Каждые, скажем так, высокие дни, Новый год, или Рождество, или Пасха, или что-то, все обязательно играют настольные игры. Вот. А какая у вас любимая настольная игра? Ну, у нас тоже есть дети мои новые покупают, мы тоже играем, там очень часто, ну, как они все в основном называются по-шведски, кто знает, больше, там еще что-то, немножко детское мы играем, потому что им иногда академического шведского, хватает, допустим, нету, скажем так, поэтому иногда, вот, допустим, сложности бывают, допустим, классической литературы шведской, да, или популярные такие старые артисты 80-х годов шведских. Вот это вот я не знаю.
должна научиться еще. Вот. Ну, допустим, мы Аллу Пугачеву все знаем, да, вот, допустим, Софию Ротару все знаем. Точно такие же знаменитые артисты, ну, такие популярные есть, которые все знают, что это, а я не знаю. Можно так сказать. Ну, Есть учимся. еще чему учиться. Да. А как вы проводите свое свободное время? Расскажите немножко о своем хобби. Ой, здесь в основном люди все спортивные. Если на улице кто-то идет куда-то или откуда-то, то все идут в тренировку или оттуда, в спортзал. Это в жизни. Практически все население занимается спортом. И это не как прямо, это как обычное явление. Вот. Фитнес-клубы. Сейчас вот пандемия, все вышли на улицу. Вандринг, это как будет по-русски-то вандринг, когда идешь, просто гуляешь на улице по 15 километров, по 20 километров. Специальные есть маршруты. Как хайкинг. Наверное, прогулка, так. Да? Везде дороги, везде есть, да, поэтому по 15 километров, по 20 километров на выходные можно ходить. У меня есть маленькая собачка, 2 годика, она у меня шицу, и я люблю ходить с ней, да, обязательно. Потом вот до пандемии я записалась на танцы. Спортивный танц-клуб я записалась, потому что я очень хотела научиться этому. Я раньше когда-то в школе, конечно, танцевала, а потом это дело бросила. И здесь тоже очень популярные фокстрот, очень популярные буги. Сейчас я научилась многим танцам, и я хожу туда, танцую. Вот. Тогда у меня еще такой вопрос. Вот что нового для себя вы узнали, либо или чему научились новому во время пандемии? Во время пандемии я научилась играть на хамусе фактически. Да. Вау! Потому что по Инстаграму я видела, что Юлиана Кривошапкина заочная школа у нее есть. И я прямо написала к ней личку, и индивидуально я научилась. Я играла когда-то, конечно, я не мастер, но тем не менее я играю сейчас на хамусе лучше, чем раньше. Ну, это большое достижение. Я очень это понимаю. Онлайн. Я с Юлианой познакомилась онлайн, мы тоже тут. Она меня научила многому. Я хочу еще учиться дальше. На этой строчке мы хотим передать большой привет Юлиане, потому что я у нее тоже занималась. У нас была групповые занятия хамусом. Но я могу сказать, что этот инструмент, наверное, не для меня, потому что я совершенно не... Ну, наверное, я улучшила, да, свое, как бы, стала лучше играть, но наши девочки, которые были со мной в одной группе, они просто сейчас играют... Виртуозы, да? Да, шедеврально для меня. И вот они как раз делали ролик на СЭХ в прошлом году. Было, я посмотрела. Да, видеоролик, это было прям такое классное шоу и завершение, финальное такое выступление. Я тоже, кстати, участвовала, когда Мария Шишигина из Германии, она организовала тоже в День хамуса. Я тоже участвовала, да. Я, кстати говоря, хамус у меня от Марии Шишигиной, она была у меня, когда она жила в Исландии, наверное, многие знают про нее. И хамус у меня, якутский хамус, который она мне подарила. Я играю на нем. Да. У меня такой вопрос по поводу скандинавских стран. Вы близко друг к другу находитесь в плане расстояний, да, относительно? Встречаетесь ли вы с земляками, допустим, с Финляндии, либо с Норвегией, Дании? Нет, к сожалению, такого нет. Когда-то здесь делали ИСЭХ до нас, якутский ИСЭХ организовывали, но мы
я уже почти 12 лет живу, и здесь такого, ну, массового большого СХ не было бы, да. Вот. Я как, насколько я помню, Сардана Сивцева приезжала когда-то, и сделали они здесь СХ. Ага, где-то вот недалеко от нашего района это было, 2008 или 2007 год. Да, это было очень здорово. Тогда приехали из Финляндии, тогда приехали, говорят, из Латвии, Эстонии, из Литвы. Вот. Но я люблю якутскую культуру, я очень скучаю. Но мы тут сами собираемся. Да, мы все тоже вот якутские Сирагатан, Вотуматан. В прошлом летом мы сами тут маленький сырчик сделали тоже. Но я вот у меня от родителей пришло, что я вот якутские, как это сказать? Традиции, обряды? Традиции, можно, обряды, да. Не так прямо высококвалифицированно, но я делаю это. Вот что якутское вы больше всего, что из якутского вы больше всего бы хотели, допустим, почему якутскому вы больше всего скучаете? По людям. По людям. А из блюд? Например, из якутской кухни? Ну, все, конечно, мое наше. Это строганину, конечно, прежде всего. Убагайте, конечно, убагабыра. Хан. Я очень скучаю по хану, здесь нету такого. И с меня мы здесь делаем. Ну, не всегда, но пирожки, оладьи мы все делаем сами здесь тоже. У меня маленький островок якутский. У меня дома всегда. Поэтому у меня много чего якутского. Жеребятина, вот дочка пишет. Привет, дорогая, ты здесь. Да. Жеребятину, конечно, мы скучаем. Кота я люблю, мои дети не очень, но когда мы едем домой, мы часто едем домой, каждый год, там у меня встречаются ладушками прямо с аэропорта мои родные, мои. Ну, в общем, мы все время по 2-3 раза в день ходим по гостям. Да, вот так вот тогда все. Там и тогда много друзей, конечно, у меня близких там, родственников. Вот. Мои родные, мама и папа, они живут в Намском районе, в село Хатырык. Вот. И каждый день мы на связи теперь, WhatsApp. Да. Поэтому братья у меня родные, у меня 5 братьев, 2 умерли, к сожалению. Вот. Постоянно на связи. Вот сейчас, наверное, самая такая мечта у многих жителей вообще всей планеты начать путешествовать. Что бы вы порекомендовали в Швеции для посещения? Допустим, вот я приехала в Стокгольм, я Стокгольм посмотрела. А что я еще могу посмотреть? Что такое уникальное, что для вас имеет какое-то большое значение, какой-то город, либо местность? Ну, ты обязательно должна ко мне приехать в первую очередь. Это я обязательно. Да. И у меня было много гостей из Якутии, из России, вот, до пандемии. И я заранее, мы за полгода обычно это дело планируем. И, ну, как-то вот так вот сделалось, что у меня несколько маршрутов есть. Это по желанию моих гостей. Маршруты — это те, которые, во-первых, это те, которые интересуются историей Швеции. То мы начинаем вот с первого короля, где он был, как он жил. Есть люди, которые интересуются быть на природе, тогда мы тоже вот обязательно организовываем это. У нас есть огромный парк здесь рядом с нами, Кульморден, который зоопарк активный. Вот дочка мне подсказывает, кстати. Да, Кульморден — это рядом с нашим городом. Самый натуральный, как называется, натуральный зоопарк. Да, то есть они зоопарк, в своей среде обитания, да? Да.
живут. И есть парки развлечения тоже по вкусу. Это в Стокгольме, это в Готебюре. Огромные у нас, ну вот много, наши многие ездят на лайнерах, круизы, вот, и классический шведский стол, вот это вот известный всему миру, концерты, танцы, вот тем, кому тоже по вкусу, вот. Некоторые любят шопинг, да, мы специально ездим в такие места, где вот дорогой шопинг, дорогой шопинг, ну вот так вот. Мне кажется, скандинавские бренды это вообще отдельная тема, насколько у них все так отличается от основной массы, и ну, даже взять H&M, насколько они вот развились и полностью захватили мир, и под собой у них очень много разных марок, поэтому да. Вот рядом с нами, в нашем городе, это наш город, который знаменит самолетостроением, Saab, наверное, SAAB, наши самолеты реактивные. Именно в нашем городе есть вертолетный завод, в нашем городе есть, выпускают, то есть специальный завод, где выпускают реактивные самолеты. Это все в моем городе, в нашем городе, где мы живем. У нас есть огромный музей исторический, военный. Вот туда обычно мои гости ходят. Вот. Недалеко от нас есть место, где родилась Астрид Лингрен. Вот, все мы знаем. Карлсон, который живет на крыше. Ну, очень все русские, российские дети все любят Астрид Лингрен. И вот ее маленьком городе, где она родилась, есть очень хороший музей. Мы туда обычно возим тоже гостей. Вот. Мир Астрид Лингрен называется. Вот. Тоже очень интересно. Вот поступают вопросы, я, наверное, бы хотела задать их, потому что в прошлый раз у нас не хватило времени. Первый вопрос. Дораболорон, Хастаскатагар переехали в Швецию. Почему именно в эту страну? Наверное, почему именно вы уже рассказали в начале эфира. Ну, это было где-то в 43 года, наверное, я переехала. Перемешала немножко. Да. После 40 лет, можно так. Жизнь только начинается всегда. Это зависит, мне кажется, от личности, да? Согласитесь. В любом возрасте жизнь начинается. Да. Вопрос. Сара, у тебя же родня есть в Хельсинки. Да, Сардана нам уже об этом рассказала, что... Хельсинки? У меня нет родни в Хельсинки. О, это Хельсинки, это Финляндия. Не знаю. Не знаю, у меня родственников нет в Хельсинки. Это кто пишет? Я не посмотрела. Так, это у нас зрители пишут. Ник Сейк Файвстер. Ой. Окей. Ребятина. А как на вкус сюрстреминг? Это, короче, рыба, которая, как это сказать, сгнившая рыба. Это на любителя, конечно. Он бывает консервированный, и эту консервированную рыбу, консерву открывает на улице. Это Степан пишет. Дочка Саники. Да, конечно, в Хельсинки, но она не в Хельсинки. Но в любом случае в Финляндии родственница есть, да, конечно. Теперь я мы выяснили эту Да, это пишет отец моей дочки. Отец моей доченьки пишет, да. Это родственники есть, да. Вот. Что хотела сказать. Стрёминг — это рыба, которая специально они... гнилая, как можно сказать, скисшая рыба. Ферментированная, может, да? Нет, она не ферментированная. Это просто в старину люди специально заготавливали. Здесь же много рыбы.
Ага. Это рядом и у нас и река есть, и морская рыба. И чтобы их сохранить на зиму, их в бочках толкали и вот как бы делали заготовки на зиму, да. И сейчас их консервируют, называется стрёмнинг. Это ужасная гнилая рыба, короче, но это на любителя, и как бы это сказать, ну, нужно обязательно попробовать. В Ютубе всякие фильмы есть, видео, где люди, иностранцы это пробуют, это ужас, это Да. надо обязательно посмотреть, как это. А тоже не все шведы любят, конечно, но в основном такие классические шведы, как они вот всем нравятся, они должны обязательно это покушать в определенный день. Да, обязательно. Да, вот подсказка пришла, что протухшая рыба. Да, А, протушили. Я лично попробовала, у нас на работе обычно бывают такие вот специальные дни делаются, они на улице открывают, заходят и специально там маринады делают, луковые всякие маринады, и в принципе один раз можно попробовать. Хорошо, я Да. первым делом после эфира пойду в YouTube и посмотрю, Да, что это обязательно надо. такое, во-первых, да. Да. Поступил, знаете, интересный вопрос. Мне написали в личку, чтобы я спросила у вас, а что бы вы из социальной сферы в Швеции перенесли в Россию? То есть, ну, Швеция всем известна как страна, как одна из, считается по индексу самых счастливых стран, она в топе, да, занимает высокие позиции. Насколько шведы удовлетворены своей социальной жизнью, и что бы вы, как пример, могли, допустим, что было бы хорошо для России перенять у Швеции? И я хочу сказать так, что такое счастье? Счастье, когда родители живы и здоровы. Счастье, когда дети чувствуют себя хорошо. Швеция – это та страна, которая сделала хорошо жить детям и старикам, пожилым людям. И это самое главное, что самое лучшее, что я выбрала эту страну, это для будущего моих детей и будущее для моей старости. Я знаю точно, что я буду долго жить, если не заболею. Я здесь, как бы сказать, здесь очень большое внимание уделяется детям, во-первых, и очень большое внимание уделяется старикам, как я сказала, да. То есть люди пожилого возраста живут после 85 лет в домах для пожилых людей. Есть специальные такие сервисные дома, называются, где живут нормальные, здоровые люди. Могут жить муж и жена, или уже одинокие, которые вот остались одни. И их обслуживают не медицинский персонал, а люди, которые приходят им, дом убираются. Это обычное жилье, да. То есть это не больница. Это не... А есть еще такие отделения, где люди, допустим, с деменцией живут. Там уже медицинский персонал. Вот. Поэтому стариков здесь не бросают. Здесь нету ни один старик в нищете, без еды, без денег. Никто не умирает. Здесь такого нету просто. Но некоторые до 90 лет живут в своих домах. Они не хотят жить в сервисных домах. И есть такие люди, конечно. Есть такие семьи, когда родители ухаживают сами. Вот. Да. А детям, конечно, вот когда я начала работать в детской клинике здесь, прежде всего я удивилась, что есть закон, который, как бы сказать, относили детей. Детей здесь не бьют, детей здесь никто не шлепает, детей здесь не ругают, не кричат, не, как это сказать, не вынуждают. Вот это вот для меня самое
хорошее в этой стране, считаю. Мгм. Я бы, Вопрос. конечно, то, что ты спросила, чтобы ты отсюда, допустим, социального еще организовала именно... Я не говорю про всю Россию, да, от Мгм. насилия женщин в семье. Ну, это, Здесь наверное, специально... для всего мира это очень актуальный вопрос, Да, особенно здесь в это уже пандемии. сделано, поэтому даже дело не в пандемии. Это здесь законы есть, уже давным-давно они существуют. И женщины, допустим, когда ей что-то насилие в семье от мужа или от любого члена семьи, то есть такие дежурные станции, можно сказать, туда забирают. Детей также забирают туда, спасают, скажем так. Родители всякие есть, конечно. Вот. Да. И женщин тоже спасают от насилия мужей. Это реально Мгм. существует, это реально действует. И есть такие законы, которые защищают материнство и детей. Это я бы очень хотела, чтобы когда-нибудь это организовалось в России или в Якутске, могу Мгм. сказать. То есть можно сказать, что социальная защита в стране работает, она существует, работает механизм. Да, конечно, конечно. Мгм. Да. А вопрос поступил насчет краж, воровства и хулиганства. Конечно, как же без этого есть, конечно. Воровство. Ну вот сложно воровать здесь что-то. В том плане, что везде видеокамеры, везде в магазинах у входа видеокамеры. И нет необходимости воровать, мне кажется. Ну, есть, конечно, люди, которые молодежь ворует, наверное. Ну, я не знаю, таковой прямо глобальное, актуальное такого вопроса здесь нет, мне кажется. Ну, как же без этого, конечно, люди воруют, есть наркоманы, есть алкоголики, есть люди криминальные. Все есть, конечно, как в обычных странах. Здесь нет, это не рай, это обычное государство, обычные люди живут здесь. Есть и хорошие Просто, наверное, стороны. люди, наверное, просто законопослушные, можно сказать, правильно? Законопослушные это да. В большинстве своем. Да. Давайте тогда вот перейдем к вопросу о пандемии. Весь мир интересовался отношением Швеции. Как Швеция, какие меры она принимала, да? Когда весь мир закрылся, а Швеция была открытой. Вот ваше экспертное мнение как врача на этот счет, поддерживали ли вы такое видение и такое отношение? Я, конечно, как врач это поддерживаю, потому что просто так такие мероприятия здесь не приняты. Это все научно обоснованное. Вот. Поэтому каждый раз, когда они, ой, моя собачка что-то хочет, когда каждый раз они какие-то решения государства берет на себя, то они всегда говорили, на каком основании они это делают. Школы у нас не закрывались. Угу. С 10 по 12 класс, это называется гимназия, они закрылись. Все ушли, и университет ушел на дистанционное обучение. А дети до 9 класса все учились. Я считаю, это очень хорошо, нормально. До сих пор учится, мой сын учится в 8 классе. Некоторые школы по решению ректоров закрыли сейчас, да, после второй волны, потому что это от статистики зависит. Сколько учителей заболели, сколько школьников заболели. Вот. Тогда ректор школы принимает решение и закрывает школу на время. Угу. Вот. А как обстоят дела с вакцинацией сейчас у вас? Вакцинация у нас началась в январе месяце, и вакцинация идет у нас и Pfizer, AstraZeneca, Oco, Moderna. Вот эти вакцины у нас есть. В основном все начали сначала вакцинироваться Pfizer, потому что мы получили, потом подтверждение получила AstraZeneca, и начали людей вакцинировать AstraZeneca. Вот. Вакцинация идет не так
быстро, как хотелось бы, как запланировали. Немножко там с доставкой были сложности. Сейчас вот с AstraZeneca немножко сложности тоже, наверное, все знаете, да? Но буквально вчера AstraZeneca получила зеленую дорогу, скажем так, поэтому сейчас, да, поэтому сейчас тоже вошло в рутину. Вот. Что я хотела сказать? Вакцинация – это очень нужная вещь, особенно такого вируса, как коронавирус, при такой высокой пандемии. Это просто необходимо, чтобы остановить дальнейшее развитие, остановить эту пандемию. Как вы думаете, как врач, в Швеции после вакцинации люди будут носить маски, продолжать носить маски, или же соблюдать социальную дистанцию, или же в Швеции это будет уже, ну, как во времена до пандемии? Ну, дело в том, что здесь вот эти вот рутины были и раньше. То есть у нас всегда во всех больницах, во всех общественных, ну не в общественных местах, вот в поликлиниках у нас мы всегда используем спирт для рук. Вот. Всегда мы обрабатываем руки спиртом, да. То есть это у нас было как обычно. Маска, она в принципе не актуальна, потому что маска защищает только когда маленькая. Собачке скучно стало. Да. Захотелось внимания. Внимание хочет. Сейчас, маленький, сейчас я тебе еще дам. Я одновременно даю кушать собачке, потому что она кушать захотела. Вот. Но я слишком углубляться этому не буду, потому что здесь страна очень чистая, скажем так. Но поэтому как-то вот нет необходимости все время говорить людям, чтобы руки мыли или что-то, да. Вот, нету такого. А сказать, что кроме коронавируса у нас много других типов вирусов, которые обычно приходят осенью и весной, поэтому как врач я могу сказать, вот эти рутины, которые у людей есть, пожалуйста, сейчас то, что установили, те, которые люди уже раньше не знали, что надо будет себя защищать от других видов еще вирусов, надо это просто сказать, что так оно будет и в жизни, в принципе. Но не обязательно прямо так устрашающе ходить в маске везде, но использовать маску, на самом деле эта маска одноразовая, поэтому она уже использованная, и когда ее берешь и ложишь куда-то в другое место, или берешь в сумку, ложишь, она второй раз себя защищать уже не сможет. Вот это очень важный пункт. Да, это очень важный пункт, и одну маску использовать 10 раз, 100 раз, это абсолютно не защищает ни от какого вируса, ни от какой бактерии. Она просто уже использована, ее надо просто выкинуть. Вот. В перчатках ходить и защищать, это утопия, это лучше руки мойте почаще. Это тоже перчатки использовать 10 раз, а внутри уже все зашло, и снаружи все изляпано, то есть нет смысла этого делать, это, это уж слишком люди немножко абстрагируют, конечно. То есть главное соблюдать личную гигиену, мыть руки с мылом хорошо. Кстати, такие элементарные вещи, которые вот говорят, при всех вирусах, при всех бактериях, не делай так руками. Руками в автобусах, везде, по магазинам, в туалете мы ходим, да, и все время мы делаем, дотрагиваемся до лица. До лица дотрагиваемся, до лица, до рта, до верхних дыхательных путей, то есть очень легко заразиться. Но не делайте этого, элементарные вещи. В носах не копайтесь. Да, очень-очень полезные советы. А что еще у нас, какие вопросы были? Были вопросы о Нобелевской премии. Следят ли сами шведы за Нобелевской премией? Конечно, это очень важная часть жизни для всех нас, для всех тех, которые живут здесь, в Швеции. 10
декабря это день рождения Альфреда Нобеля. Здесь отмечается именно вот это вот Нобелевским днем. Отмечается широко. В Стокгольме, в этом городском как это сказать? Ратуша? Ратуша, можно сказать, да. Огромные мероприятия, там с королем вручают вот этого. Сначала начинается все это в Осло, потому что он же норвежец, он же не швед, Альфред Нобель. И сейчас, одну минуточку, мне собачку надо удалить. И это, да, это большое событие, все следят, у нас идет по телевизору, по всем каналам трансляции. Это целый... Я один раз было дело, когда я сюда переехала, я же ничего практически не знала, и включила, и сидела. И они специально каждый год они выпускают, выбирают, кто будет готовить, знаменитый повар, их обеды, ну, ужин, да, который вот званый ужин с королем, какие там будут меню, какую посуду будут использовать и как будет все это дело. Это огромное дело. Я ничего не знала, оказывается. Сейчас я знаю, что это, да, важно для каждого живущего в Швеции гражданина или человека, можно так сказать. Не обязательно, он родился здесь или нет. И, наверное, на сегодня последний мой вопрос к вам, Сардана. Как вам удалось выучить шведский до такого уровня, что вы продолжаете работать врачом? Какими методиками вы пользовались? Что главное в изучении иностранного языка? Это такой очень животрепещущий вопрос для всех, потому что мы, по крайней мере, в России учим английский, там, я не знаю, с первого класса, и ну, мало кто может сказать, что он свободно говорит после школьной программы. Я могу сказать так. Для всех иммигрантов в Швеции, сейчас я выйду на улицу, занесу собачку, Дудику, обучение бесплатное. Никто за это отдельные деньги не платит. Это государство оплачивает. Специальная школа есть для взрослых, где идешь, и с первого дня не начинается с алфавита, а начинается с разговорного. Вот. Поэтому как-то было легко, а потом якутский язык, диалект якутский, да, он немножко напоминает шведский. Мелодичность, скажем так, и вот эти вот открытые буквы, звуки, допустим, вот это вот чисто якутское тоже, да, и когда я начала говорить, я говорю, я буду говорить по-сунтарски. Ну да, я могу говорить точно таким же мелодичностью, могу говорить по-шведски, тогда они меня понимают сразу на 100%. То есть у них тоже мелодичность. Здесь тоже есть такие разные диалекты, как наши, тоже вот вилюйская, допустим, чурапчинская, сунтарская, хотулу, да. Помолусов, да? Да, здесь то же самое, свои диалекты. Есть такие диалекты, очень сложно понять. Похожи на французский, вот рядом с Данией, который Мальме, вот южная часть Швеции. А так, когда, конечно, попадаешь в среду, да, в разговоре, то вынужденно учишься, и потому что везде все по-шведски. И дети, я смотрела со своими детьми детские вот эти передачи и начала говорить с Арсеном только по-шведски. Это моя вина, что я не сохранила ему русский или не, скажем так, якутский, потому что я хотела научиться, и я с ним разговаривала по-шведски. А он у меня сразу понимал, и он меня, скажем так, он очень хорошо объясняет, скажем так, легко, доступно, что означает тот шведский язык, что означает этот шведский язык. Вот так вот. Здорово. Огромное спасибо нашим немногочисленным зрителям, потому что в Якутске сейчас очень раннее утро, либо ночь. Да, огромное спасибо, Сардана, вам за то, что вы согласились
принять участие в нашем прямом эфире, рассказали много интересного из вашей личной жизни, поделились своим опытом и дали свое мнение по поводу многих медицинских вещей. Да, сегодня был интересный день, потому что минут 20, наверное, весь Facebook, Instagram, WhatsApp просто упали по всему миру, и мы вышли в эфир с опозданием. Да, это прям наш эфир сохранить воспоминания об этом дне. Огромное спасибо вам, и как только закончится пандемия, и спасибо за приглашение. Так что давайте погуляем по крышам, как предложила ваша дочка Марина. Да, кстати говоря, есть такое. Мы погуляли сами в Стокгольме по крышам, да. Ага. Так что специальная экскурсия такая есть. Ждать с волнением, наверное, этого дня, чтобы с вами погулять по крышам Стокгольма. Огромное спасибо. До новых встреч. Удачи вам. Ну и спокойной ночи вам. Спасибо вам огромное за эту беседу, да, и за то, что мои очень многие знакомые, по-моему, здесь посмотрели, да, да. Вот. Да, я сейчас сохраню эфир, и он будет доступен на канале Саха-диаспоры в Инстаграме. Мы дадим еще раз ссылку, чтобы все, кто пропустил и очень ждал этот эфир с вами, они смогут посмотреть. До свидания, да. Всего хорошего. Спасибо, до свидания, всем до свидания. Спасибо вам, всем пока-пока. Пока-пока.